Всем привет, меня зовут Раиса Зубарева. Вы на канале движения за независимость Саха. И сегодня у нас очередной выпуск новостей. В якутских мессенджерах разлетелось обращение, от которого откровенно несет духом сталинских газет. Группа почетных жителей Верхневилюйского улуса, сплошь заслуженные работники, академики, народные артисты и бывшие главы района, выступили с пламенной речью в защиту Айсена Николаева. В тексте, напоминающем фронтовую сводку, говорится, что республика окружена внешними и внутренними врагами, которые ведут информационную войну против республики и ее руководителя. Подписи под обращением, как с доски почета в музее, каждый автор обвешан регалиями, званиями и премиями. Согласно письму, под мудрым руководством Айсена Сергеевича, республика переживает золотой век. Мосты растут как грибы, дороги тянутся на тысячи километров, школы и детсады множатся, а сельское хозяйство бьет рекорды. Особое место в тексте занимает перечисление цифр. Сколько голов якутского скота прибавилось, сколько тонн силоса заготовлено и сколько канибас построено. В финале обращение звучит почти как призыв к мобилизации. Жители республики должны сплотиться вокруг лидера, проявлять бдительность и не верить клевете. В соцсетях реакция оказалась разношерстной. Кто-то шутит, что верхневилюйские пенсионеры – это мифические существа, которые появляются только в особо трудные для власти времена. Другие недоумевают, почему при каждом политическом шторме на сцену выходят то солдаты, то старейшины. Как написал один из комментаторов в Телеграм, Илдар Хаан должен быть отцом нации, а не вечной обиженкой и истеричкой. Почему появилось такое письмо? Казалось бы, у Николаева очень сильная позиция. Поддержка со стороны крупного бизнеса. Он, в конце концов, поставлен Москвой, то есть является ставленником Путина. Кажется, что в принципе бояться ему нечего. Даже несмотря на активную и достаточно сильную критику со стороны оппозиции и за рубежом, и со стороны оппозиции внутри республики. Пример тому депутаты и бизнесмены. И со стороны журналистов и обычных граждан. Стоит почитать комментарии в телеграм-каналах. Но он все равно выдает публике неких защитников, которые готовы его защищать грудью. Выходит, что не такой уж и большой поддержкой он пользуется. А для критики действительно есть причины, и их много. Люди, например, критикуют Николаева за падение уровня жизни на селе. Цифры в последние годы тревожные. Сильно упало число рабочих рук в сельском хозяйстве. С 35 тысяч в 2017 году до 29 тысяч в 2021 году. Потеря рабочих мест на селе усиливает ощущение, что от правления Николаева страдают люди. Критике подвергаются и мегапроекты, и их финансирование, непрозрачное на самом деле. Многие жители говорят, что крупные инфраструктурные проекты или форумы реализуются на федеральные деньги и не приносят выгоду республике, а только улучшают фасад. При этом реальные местные проблемы остаются нерешенными. На рейтинге сказывается политическая обстановка и отмена выборов. Решение об отмене прямых выборов мэра Якутска, а сейчас уже глав наслегов и республиканских муниципалитетов, вызвало резкое общественное недовольство. Люди не так глупы, какими хочет их видеть власть. Поэтому все их объяснения, что это необходимо для построения единой публичной власти, воспринимаются людьми и совершенно адекватно и правильно, отстранением людей от управления местами своего проживания, отстранением от реальной власти, которая прописана у нас в Конституции. Там ведь четко написано, что источником власти в республике является ее народ, ее жители. Еще один сильный триггер – это мобилизация. После начала мобилизации в республике Саха Николаев ни слова не сказал в поддержку идеи отказа от мобилизации жителей Крайнего Севера. Для жителей нашей республики война и отправка на нее мужчин является геноцидом малых народов. Замечу, что в письме пенсионеров ни о чем таком сказано не было. Там написано лишь о том, что Николаев лично принимал участие в том, чтобы мужчины из народа Саха стали героями. Видимо, Николаев подавал им патроны на полях боев. Но это так, сарказм. Именно поэтому многие выражают простую, но очень жесткую для власти мысль. Он продал республику Москве. И республиканские земли имеется в виду, и, как бы это жестко ни звучало, жители республики. Почему такие защитные письма вызывают еще больше раздражения?
Мифические пенсионеры и военные защитники выглядят как явная театральная постановка, и это вызывает эффект обратного действия. Вместо чувства гордости за главу люди чувствуют фальшь, понимают, что их обманывают, и еще больше критикуют Николаева. Подытоживая, скажу, что да, у Николаева есть аппаратная, федеральная поддержка, но за этим нет ничего, что облегчило или улучшило бы жизнь жителей Республики Саха. Критика и даже обычные, но активные обсуждения в местных телеграм-каналах говорят об устойчиво растущем недовольстве и недоверии, особенно из-за мобилизации, отмены выборов и уменьшения возможностей для жителей республики. Подобные обращения от почетных пенсионеров могут лишь временно приглушить критику, но не остановят ее. Проблема отсутствия положительных управленческих решений не снимается. На этой неделе Якутск взорвался двумя видео, в котором некие гражданские пришли в дом к мужчинам и заставляли их отправиться на войну. В первом видео раненого на войне попытались силой под дулом пистолета вытащить из квартиры, чтобы доставить его в комендатуру. Во втором видео также пришли к мужчине, который якобы находится в федеральном розыске, как дезертир. Кто эти люди, неизвестно, никаких документов у них при себе не было. Не было и бумаг, подтверждающих, что мужчины дезертировали. В комментариях этих людей узнали, пишут, что это бывшие заключенные, помилованные Путиным за участие на войне в Украине. На видео преступная группа, организованная военной комендатурой и легализованная государством, ощущая свою безнаказанность, размахивает оружием, угрожая расправой, если мужчины не вернутся на войну. Скандальные видео из Якутска, где вооруженные люди без документов и без всяких мандатов силой вытаскивают мужчин, в том числе раненых, на фронт, стали не просто локальным ЧП. Это симптом куда более опасной тенденции. В республике легализуется практика внесудебного насилия под прикрытием военной необходимости. И в этом прямая вина нашего гауляйтера Айсена Николаева. Почему? Айсен Николаев не номинальный глава, как, к примеру, в Хабаровском крае Дегтярев. В политической вертикали он отвечает за правопорядок и соблюдение законов на территории Республики Саха. Когда в столице республики появляются вооруженные группы с криминальным прошлым, действующие в интересах военной комендатуры, это значит, что глава либо санкционировал их деятельность, либо сознательно закрыл глаза на это. И то, и другое – прямое политическое и моральное банкротство Николаева. Во-вторых, использование бывших заключенных, помилованных за войну, создает в республике атмосферу страха и безнаказанности. Это не просто нарушение прав граждан. Это демонстрация, что закон больше не является основой управления. И эта демонстрация идет при полном молчании главы региона, который вместо жесткой реакции на произвол предпочитает делать вид, что ничего не происходит. Подобные действия подрывают доверие к государству даже у лояльных граждан. Если человека могут вытащить из квартиры под дулом пистолета без суда и следствия, никто больше не чувствует себя в безопасности. Это прямая дорога к разложению правопорядка и к росту нелегальных силовых структур. Вместо того, чтобы защищать своих граждан, Николаев фактически допускает, что их права топчут люди с оружием и криминальным прошлым. Это разрушает его остаточный авторитет и усиливает образ назначенца Москвы, для которого интересы Кремля выше безопасности и достоинства жителей республики. Эти два видео – наглядная иллюстрация того, что Республика Саха превращается в зону серого права, где официальная власть делегирует насилие бывшим заключенным и позволяет им действовать от имени государства. И пока глава республики молчит, он становится соучастником, а не гарантом закона. Всем спасибо, на этом сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте это видео и другие видео. До скорой встречи!